Добрый день, уважаемые телезрители! С обзором основных событий этой недели Айдана Ховалык. Сегодня в нашем выпуске. О снижении стоимости угля до 2200 рублей. Водоснабжение в Байхаке приведут в порядок. Как обрабатываются обращения жителей Тувы президенту Российской Федерации. О поэтапном снятии ограничений, введенных из-за COVID-19 в регионе. Педагоги-кураторы системы СПО будут получать ежемесячные доплаты. 17 слушателей МВД России пополнили ряды правоохранителей Тувы. Тува подарила землякам в Монголии 400 книг на родном языке. Старейшая школа Кызыла отмечена за подготовку инженерных кадров. В Рио главы Тувы Владислав Ховалык подписал решение, которое снижает цену на уголь для населения Тувы. Разрез должен отпускать его по 2220 рублей 10 копеек за тонну. За 10 лет уголь подорожал почти в 5 раз. Хакасский уголь почти втрое дешевле. Служба по тарифам республики выяснила, что в себестоимость угля включались косвенные расходы, не имеющие отношения к добыче и реализации. Также Тувинская горнорудная компания, являясь монопольной на внешний рынок, продавала уголь по меньшей стоимости, чем в Туве. Благо цивилизации нуждаются в подобающем содержании. В селе Байхак Тандынского Кажуна задачу снабжать местное население водой выполняет ООО «Байхак-Вода». Организация испытала на себе разрушительные капризы природы, а подавляющая часть абонентов не оплачивает ее работу. Если ничего не предпринять, то предприятие закроется. В вопросе разбирался Даян Дансюрен. Более 4 миллионов рублей задолженности накопилось у предприятия «Байхак-Вода» за потребленную электроэнергию. Иных источников дохода, кроме как платежи населения, у водоснабжающей организации нет. Предприятие держится на плаву благодаря самым добросовестным плательщикам – пенсионерам. Но их только 20% от общего количества потребителей. В Рио главу Тувы поручил Министерству ЖКХ взять этот вопрос на особый контроль. Конечно, процент оплаты очень низкий у них, но мы тоже рекомендуем все-таки работу усилить, потому что, видите, это же затраты, вода, люди, электроэнергия, а вообще не платить тоже как-то нельзя. Поэтому жителям надо тоже об этом задуматься. Если они платить не будут, это предприятие просто придет в банкротство, и что жители потеряют? Воду потеряют. Другая проблема – последствия землетрясения 2012 года. Смещение земной коры повредило 2 из 5 имеющихся скважин. В Рио главы Тувы распорядился немедленно устранить эту проблему. Будет закупаться специальное оборудование, такое мощное, чтобы забить скважины именно точно на глубокое расстояние. И будем решать проблему. Я думаю, что в этом месте эту проблему мы решим. Воспрявший духом после визита в Рио главы Тувы коллектив предприятия «Байхак-Вода» продолжил работу, заручившись поддержкой правительства в решении глобальных проблем. А вот с текущими вопросами предприятие старается справляться своими силами. Перед отопительным сезоном рабочие провели ревизию оборудования и заменили задвижки в системе водоснабжения. На сегодняшний день все 38 сельских водоколонок работают исправно. Даян Дансюрен, Чайхан Данга, Кузел Сырык-Сирен, Тува 24. В Рио главы Тувы Владислав Ховалык обсудил с членами регионального отделения ОНФ результаты работы по обращениям граждан, поступившим от жителей Тувы на прямую линию президента Владимира Путина. Всего поступило 245 обращений. На текущую дату обработано и дано ответов лишь на 1,7%. Все обращения граждан президенту были распределены по республиканским министерствам и ведомствам, а также по районным администрациям. Владислав Ховалык поручил исполняющему обязанности первого заместителя председателя Олегу Бады провести детальный анализ. Теперь с 1 сентября педагогам техникумов и колледжей за классное руководство будут выплачивать ежемесячную доплату в размере 5000 рублей. В Рио главы Тувы Владислав Ховалык подписал соответствующее постановление, принятое 31 августа правительством республики. О том, как восприняли новость, сами педагоги, расскажет Айра Асад. Буквально вчера они сидели за партами в школе, а уже сегодня первокурсники среднего учебного заведения. В Тувинском техникуме информационных технологий в группах в среднем обучаются свыше 20 человек. У кураторов групп наравне с классными руководителями школ забот со студентами не меньше. Классный руководитель следит за посещаемостью обучающихся, за успеваемостью и также непосредственно проводит воспитательную работу с обучающимся. Конечно, у классного руководителя
достаточно расходов на свою деятельность. Это и посещение домов обучающихся, это и подготовка и участие в различных внеклассных мероприятий. Данхая Саганол в сфере образования работает второй год, окончила Российский государственный педагогический университет. Как куратор группы Данхая Родионовна считает, что доплата молодому специалисту – это большая поддержка. В последующем это решение станет для молодого поколения хорошим стимулом для выбора профессии педагога. Очень радует то, что за классное руководство будут доплачивать. Классный руководитель – это человек, который заменяет обучающимся родителей, когда они находятся в учебном заведении. Цель деятельности классного руководителя – это сохранение, укрепление, развитие взаимопонимания обучающихся, преподавателей, родителей и других участников образовательного процесса. Доплаты за классное руководство, как сообщает Министерство образования региона, ранее получали только учителя школ, а это всего около 2500 человек. Начиная с нового 2021 учебного года доплаты распространили и на кураторов групп в учреждениях среднего профессионального образования. Дополнительное вознаграждение за свой труд получат более 300 педагогов. По поручению президента России с 1 сентября текущего года кураторы учебных групп в колледжах и техникумах будут так же, как и классные руководители в школах, ежемесячно получать по 5000 рублей. С учетом северных районных коэффициентов и региональных выплат это будет более 10 тысяч рублей, поскольку педагоги-кураторы несут серьезную ответственность и проводят работу в образовательных организациях среднего профобразования, в частности правового воспитания и профилактики правонарушений, развитию творческого потенциала обучающихся, организационно-коммуникативных навыков. С учетом районного коэффициента доплата за классное руководство в большинстве училищ составит около 10 тысяч рублей. По расчетам Министерства образования и науки Тувы, чтобы обеспечить с сентября по декабрь выплаты педагогам колледжей и техникумов, республике потребуется более 16 миллионов рублей. Напомню, что в Туве доплату будут получать 373 педагога-куратора. Айраса Чайхандонга, Кузел Сарысарен, Тува 24. В Туве поэтапно снимают ограничения с сохранением обязательного комплекса санитарно-противоэпидемических мер. Частично возобновлена деятельность ряда культурных, спортивных и образовательных учреждений, а также объектов, оказывающих услуги в сфере индустрии красоты. Рейды по соблюдению принятых послаблений и обязательных санитарно-противоэпидемических мер на всех объектах жизнедеятельности будут продолжены. Из 1,5 миллиардов рублей, выделенных из федерального бюджета на завершение создания и совершенствования системы 112, на территории Тувы предусмотрено 26 миллионов 300 тысяч рублей. Напомним, по номеру 112 жители могут обратиться в экстренных ситуациях, в пожарную охрану, для реагирования в чрезвычайных ситуациях, в полицию, скорую медицинскую помощь, в аварийную службу газовой сети и антитеррор. Министр внутренних дел по республике Тыва генерал-майор полиции Юрий Поляков встретился со слушателями высших учебных заведений МВД России, прибывшими на полугодовую преддипломную практику. Подробнее в материале Сайгена Бирбю. Я специально вас собрал, чтобы вы из первых уст услышали все требования, которые будут предъявляться к вам. Всего в Туву прибыло 17 теоретически подкованных слушателей 3 высших учебных заведений МВД России – Омской академии, Барнаульского и Красноярского юридических институтов. В детстве я хотела работать в полиции и поступила в 2017 году в Барнаульский юридический институт МВД России. На первоначальном этапе курсантской жизни было, конечно, тяжело, но все это преодолимо. Министр внутренних дел региона напомнил молодым коллегам, что в их профессии нет ничего второстепенного. Наряду с профессиональным ростом необходимо неукоснительно придерживаться правил служебной дисциплины и исполнять все обязанности. В подкрепление своих наставлений Юрий Поляков вручил курсантам офицерские погоны. Присвоить первое специальное звание младший лейтенант полиции с 1 сентября 2021 года старшему сержанту полиции Терначи Айхану Мартовичу. Генерал, старший Антончук для получения первого специального звания. Поздравляю. Род у вас тоже знаменит, поэтому продолжайте. Служу России! Получив офицерское звание, я начала чувствовать себя более ответственно, чем в курсантских погонах, и относиться ко всему ответственно. Так и в отличие от курсантской жизни, здесь кроме приказов нужно и проявлять инициативу и быть полноценно самостоятельным сотрудником, когда ты принимаешь решения.
в каких-либо вопросах. Впереди у молодых специалистов полугодовой марш-бросок по закреплению теории на практике. Финишная прямая перед началом сложной и ответственной работы. Сайгын Бирбю, Владимир Сюртук, Кузел Сариксарен, Тува-24. В республике пенсионерам начали поступать денежные выплаты. В Туве единовременную выплату пенсионерам по 10 тысяч рублей получат более 82 тысяч человек. Напомним, что правительство России обеспечило решение съезда Единой России о единовременной выплате. Тему продолжит Айра Асад. Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получат все граждане, постоянно проживающие в России, которые являются получателями пенсий по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца. Как отмечают в пенсионном фонде, заявления и подача других документов не требуются. Выплаты будут произведены на основании имеющихся у пенсионного фонда данных. Удержания по исполнительным документам и суммы единовременной выплаты производиться не будут. Эти выплаты не будут ни на какие цели, судебные решения по приставам, удержания не были произведены, но также со счетов не должны удерживаться в банковских учреждениях эти деньги. Выплату получат все пенсионеры, независимо от того, работают они или нет. Как сообщают в пенсионном фонде, единовременные выплаты начнут поступать уже со 2 сентября. У нас на учете состоят получатели пенсий по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, также получатели социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Их свыше 80 тысяч человек. Мы всем подготовили доставочные документы, передали нашим доставщикам. Это банки «Почта» в городе Кызыле 3 числа, а в районах с 4 числа, согласно графику, вместе с пенсией начнут доставлять 10-тысячные единовременные выплаты. Всю необходимую информацию о единовременной выплате можно получить на сайте или по телефонам горячей линии, которые вы сейчас видите на ваших экранах. Pensionerlerge aska verget kikler. Studenter ute studenter tid. Men bara sonda. Fazla bu üske arıcılarım marayare gelin. İndir aska. İlkin hani benzer olsa da öyle nar. Ekonomik basrap duruyor bu tuzadam cüverge mugarançı görüşü manaylıdır cüdür. O nartıcı kayda var. Onun cedle büyükle talasıyla hereklen herекселин шупсмаз бүдрүү авдар жидрүү он му ашаа дэргэ така хөө ашаадар антыг жоод гаттап гээп дөрөө болзаа секлэтердэг дэ болзаа харин гүрнэрэн экономикс билдэнгэр лайнэндэг. Выплата, я себе купила зимнюю сапожку. Монта сонгар он ашкаларны бистелерге хочунарга берип турсун. Ол хочунан бистер хөө ашканы чарагдалыска потоуска ажыглабыз. Өөрөнүп турар чөлөстүн ачөлүнгө теткимде калдыр сону болдырар болғайбыз. Мен оны ашқамны алқыштың тегі оның бір тұғар курсында өрене кәлен оғынға хеп сатып бердім. Жетірдім күріне жазаққа бізді қарғанларына теткіп тұрарынға. Я, например, дочка дал. Текімде әккедір е. Чүнді анжағы пұлдыр е. Оңдан көмірдашта сатап болбыз. Исполняющая обязанности министра образования и науки Тувы Салангы Тамчай встретилась с генеральным консулом Монголии господином Чимидом Ганболдом. С 2019 года продолжается добрая традиция в начале учебного года передавать этническим тувинцам, проживающим в Монголии, учебную и художественно-научную литературу на тувинском языке. Подробности далее. Накануне в Министерстве образования и науки Тувы состоялась встреча с генеральным консулом Монголии в Кызыле господином Чимидом Ганболдом. Этническим тувинцам, проживающим и обучающимся в Монголии, передано 400 книг. Это учебная и художественная научная литература на тувинском языке. Мы сегодня передаем в дар нашим детям, которые проживают на территории Республики Монголия, этническим тувинцам, серию наших книг художественных
художественной литературы, учебной литературы, для того, чтобы они обучались бы, развивались бы свою родную речь тувинскую. Тесно очень взаимодействуем и сотрудничаем, но, к сожалению, вот опять же 2 года подряд из-за распространения ковида вот в таких вот рамках происходит эта передача. Для обеспечения практического и методологического содействия в изучении и преподавании тувинского языка этническим тувинцам отправлена учебная литература таких тувинских классиков, как Сергей Пюрбу, Салчак Тока, Степан Саргул, Леонид Чадамба, Виктор Кукул и других известных тувинских писателей. По предварительным данным, предоставленным Институтом образования Монголии, на сегодняшний день тувинский язык изучается в 3 аймаках. Это Баян-Ульгийский, Хувсыгульский и Хувский аймаки. В образовательных организациях 6 по 12 классы изучают тувинский язык. И в одном классе примерно где-то 28-30 ребят изучают тувинский язык. Ну, на самом деле, конечно, это небольшие цифры, но тем не менее нам очень отрадно, что наш тувинский язык не забывают дети, и наш язык изучается в Монголии. Также подарены рабочие тетради «Моя семья», «Мейн Юбудем» и книжки-раскраски «Кудерек и Долана» для детей дошкольного возраста, разработанные Институтом развития национальной школы Минобразования Тувы. В этом году мы отмечаем столетие дипломатических отношений между Россией и Монголией и столетие тоже между Тувой и Монголией. На рамках этого вопроса мы будем делать разные встречи. Около 20 тувинских ребят учатся в монгольских вузах. И в прошлом году наши монгольские ребята, 11 студентов окончил Тувинский государственный институт. Я очень рад, что у нас живет этнические тувинцы. Баян-Ульгийский аймак Ценгизсумоны, Хувсыгульский аймак Валеноводы. Их ребята это нужны нам на тувинском языке, литературы очень важны. Спасибо министру и Министерству образования. Первые 100 книг на тувинском языке были переданы в 2019 году. Генеральный консул Монголии господин Чимит Ганболт отметил тесное и плодотворное сотрудничество в сфере образования между Монголией и Тувой. Книги, подаренные в честь столетия образования Тувинской Народной Республики, символизируют воссоединение этнических тувинцев с малой родиной. Айдана Холы, Владимир Сюртук, Мирана Иргит, Тува 24. 1 сентября, в День знаний, Ассоциация инженеров Тувы отметила почетной грамотой вклад Кызылской школы номер 2 в развитие инженерного образования Тувы. Региональная общественная организация «Ассоциация инженеров Республики Тыва» создана в 2015 году. Она представляет и защищает интересы предпринимателей, предприятий, компаний производственного сектора экономики и поддерживает развитие инженерного образования. В 2019 году между второй школой Кызыла и Тувинским институтом гуманитарных и прикладных исследований подписано соглашение о сотрудничестве. В этом году совместно организована республиканская научно-практическая конференция школьников и студентов «Урянхайские чтения». 1 сентября Ассоциация инженеров отметила вклад старейшей из школ в развитие инженерного образования почетной грамотой. Награждаем почетной грамотой президент Ассоциации инженеров Республики Тыва Чимит Торжибаевич Ондар. Заместитель председателя правления ассоциации Буян Дангак отметил важность подготовки кадров по техническим специальностям, начиная со школьной скамьи. От имени председателя правления ассоциации, одного из первых инженеров Тувы, Чимит Торжибаевича Ондара, он подарил школе вторую часть его автобиографической повести «Путь инженера». Основная масса крупных объектов Тувы была возведена в 60-е и 70-е годы прошлого столетия. Именно тогда Чимит Торжу Ондар проявил себя как строитель-инженер и сильный руководитель. Стороны договорились продолжить сотрудничество на благо развития науки и технологий в республике. Мадр Сандан, Ангер Оржак, Тува 24.
На полигоне Карахак стартовало совместное ротное тактическое учение с военнослужащими России и Казахстана. В ходе учения военнослужащие отработают вопросы перехода в состав коллективных сил быстрого реагирования, а также подготовку и ведение поисковых действий в отрыве от главных сил с применением беспилотных летательных аппаратов и бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун». В совместном учении прошли участие более 500 военнослужащих и около 150 единиц военной техники. Полный выпуск смотрите в понедельник в сюжете Инны Клоян. 3 сентября Россия отдает День памяти тысячам соотечественников, погибшим от рук террористов в Беслане, в театральном центре на Дубровке, в Буденновске, Первомайском, при взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, в других террористических актах. В День солидарности в борьбе с терроризмом дети нашей обширной страны присоединились к акции «Мир без террора». Мы завершаем нашу новостную программу. Мира вам и вашему дому.